Несмотря на мировой финансовый кризис, объем российских инвестиций в экономику Кыргызстана растет. Только за последний квартал текущего года они увеличились на 30%. Самые крупные инвестиции в строительство гидроэлектростанции Камбарата-1. На это выделено $2 миллиарда. Укрепить и расширить кыргызско-российские взаимоотношения решили руководители промышленной отрасли и предприниматели двух стран на открывшемся экономическом форуме. Кто держит ключ от водных ресурсов Центральной Азии? Кыргызстан. Если реализовать проекты, связанные с созданием каскада гидростанций, вы получите огромные деньги. Мы вкладываем сюда в расчете получить определенные доходы. Кроме этого, в Кыргызстане уже не один год работают несколько крупных российских компаний. Организаторы мероприятия предложили бизнесменам принять участие в создании карго-терминалов между рынками Европы и Азии. Чтобы закрепить документально все предложения и договоренности, в рамках форума представители подписали соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Кыргызстана и России. Российскую сторону привлекает благоприятная налоговая политика в Кыргызстане. Предприниматели уже просчитывают возможные выгоды от инвестиций. Решено создать двусторонний деловой совет. Эту инициативу кыргызской стороны одобрили единогласно. Очень большая заинтересованность во всех абсолютно отраслях. Это, естественно, энергетика, это, естественно, промышленность, естественно, это туризм. Сегодня большая группа бизнесменов Российской Федерации. Мы повезем на Иссуку, чтобы они посмотрели жемчужину нашей страны. И я думаю, там тоже будут какие-то соглашения. Важным шагом станет и реализация планов открытия в Кыргызстане филиала Московской фондовой биржи. Она активно работает в секции минерального сырья, строительных материалов, металлов, энергоносителей, продовольствия и продукции химической промышленности. Это послужит объединению торгового пространства СНГ.